Генеральная прокуратура выявила нарушения, допущенные сотрудниками Министерства образования и науки при закупке адаптированных учебников математика для первых-вторых классов общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. По ее данным, технические спецификации конкурса существенно ограничивают круг участников и не обеспечивают равные и справедливые условия для всех поставщиков. В частности, указана необходимость поставки учебников конкретного автора, при этом осуществить ее может только одна коммерческая организация, имеющая исключительные права, о чем заранее было известно работникам министерства, отметили в пресс-службе. Генпрокуратура внесла в адрес премьер-министра представление об устранении нарушений закона. Она находится на стадии рассмотрения. Напомним, тендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для первых-вторых классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками, обучениями и методических пособий к ним объявили 5 августа. Потратить планируется почти 91 миллион сомов. Поставить их готовые две компании. На эксклюзивное право на издание от просвещения есть только у СО-Аркус. В Минобразования сообщили, что договорились с российским издательством просвещения на адаптацию учебника математика до издания нового пособия местных авторов. Проведение тендера на поставку ведомство назвало легитимным. В Аильном аймаке Жаңапахта Сокулукского района Чуйской области 14-летняя девочка 2 месяца назад родила от своего отца. По оперативной информации 29 августа с рапортом обратился сотрудник СКМ Сокулукского района о том, что житель одного из сел продолжительное время насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В результате их близости подросток родила ребенка. В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что факт рождения ребенка с несовершеннолетней 2005 года рождения от отца 1966 года рождения подтвердился. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 161 Уголовного кодекса «Изнасилование». Гражданин выдворен в ВС. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. Действием врача, принимавшего роды у несовершеннолетней, также будет дана юридическая оценка. В Айлёк-Мыту сообщили, что семья в село переехала в 2010 году и прописалась. Родители занимаются фермерством. Девочка старшая в семье. После нее есть 2 девочки и 2 мальчика. Со стороны обычная семья. Сельчане пребывают в недоумении от произошедшего. В Сокулукской администрации сообщили, что ребенок был отдан родственнице. Сейчас они находятся в больнице. Состояние малыша хорошее. Оказывается, ребенка отдали близким родственникам. Сейчас социальные работники проводят соответствующие работы с семьей, говорится в сообщении. По некоторым данным, девочка находится дома. Сотрудник ГУВД Чуйской области, злоупотребляя служебным положением, увез подозреваемых в жестоком избиении мужчин в Бишкеке с места преступления, сообщили «Спутник Кыргызстан» в прокуратуре Ленинского района столицы. Сестра одного из пострадавших пожаловалась в районную прокуратуру на бездействие милиции. 28 августа примерно в 7:00 в дежурную часть столичного ГУВД поступил вызов. Сообщалось, что возле супермаркета в микрорайоне Джал дерутся несколько человек. На место выехал экипаж номер 479, в составе которого находились сотрудники 4-й роты патрульно-постовой службы милиции. Также на место происшествия прибыл сотрудник ГУВД Чуйской области, который, злоупотребляя служебным положением, увез подозреваемых с места преступления, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 348 «Укрывательство преступления» Уголовного кодекса Кыргызской республики. Идет следствие. В сети распространяется видеоизбиение. В розыске находится Джанабек Бапышев, 1985 года рождения, и Калыспек Сейитпеков, 1999 года рождения. Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы следователей. Об этом рассказал его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, Атамбаеву вручены 14 уведомлений о подозрениях в совершении преступлений по ряду статей Уголовного кодекса. То есть он уже считается обвиняемым, но ни по одному из эпизодов мой подзащитный не то чтобы вину не признает, он даже не дает показаний. Имеет полное на это право согласно нормам УПК, сказал Сергей Слесарев. Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, в массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения содержания под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября. Завтра Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу юристов Атамбаева на это решение первой инстанции. Мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил принять меры для сокращения коррупции в сфере ритуальных услуг, сообщает пресс-служба муниципалитета. Градоначальник поручил директору муниципального предприятия Бишкекское агентство ритуальных услуг Аскарбеку Алиеву улучшить менеджмент и повысить зарплату сотрудникам. Сегодня оклады работников БАРУ составляют до 10 тысяч сомов. В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении руководства БАРУ. Как отмечала Генеральная прокуратура, некоторые граждане заранее бронировали места для своих могил, а сотрудники агентства предоставляли
выделяли им непригодные для захоронения участки. Кроме того, отдельные работники обманом завладели средствами клиентов под предлогом предоставления земельного участка для погребения родственников. Милиция задержала подозреваемого в ограблении матери певца Мирбека Атабекова. Подозреваемого задержали 2 сентября в городе Каракол. Милиция привезла его в Бишкек и поместила в следственный изолятор. Милиционеры разыскивают еще 2 подозреваемых в ограблении. При обыске его машины милиция обнаружила цепочки и серьги. Ограбление матери певца Дарихи Абдрахмановой произошло в ночь с 5 на 6 мая. Из ее дома были похищены 60 тысяч долларов и золотые изделия. Сам певец опубликовал видеообращение с благодарностью в адрес правоохранительных органов. Ассаламу алейкум, қымбатты қырғыз халқым. Жақында менің үй бүлеме, апама, қарындашыма тиешелүү өтө кайгылуу окуя болгон. Ал бардыбызга белгилүү. Ошол кылмышкерлердин эң башкы уюштуруучусу камакка алынды. Жалпы милиция кызматкерлерине, Бишкек шаарынын ГУВДсына, Бишкек шаарынын Октябрьский районунун жалпы оперлерине, жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем сиздерге. Сиздердин профессионалдуулугуңуздарга. Жана ошондой эле азырынча тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөгө тиешелүү мамлекеттик органдарга, өзгөчө сот системасына, прокуратураларга кайрылып кетмекчимин. Ушул ишимди аягына чейин адилеттүү карап беришиңиздерди өтүнөм сиздерден. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахмат колдоо көрсөткөнүңүздөргө. Өзгөчө журналисттерге, менин жакындарыма, менин көрмандарыма чоң рахмат сиздерге. Правительство утвердило порядок организации и осуществления услуг гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Пациенты с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты, то есть они не будут разделены на бюджетную и льготную категорию. Больным предоставляется свобода выбора организации здравоохранения, предоставляющей услуги гемодиализа, независимо от формы собственности ее территориального расположения. Будет сформирован электронный список больных с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии. Его утверждение будет производиться на регулярной основе специальной комиссией. В Аши на улице Курманджан-Датки начали строить 9-этажный дом, квартиры в котором будут выдавать по муниципальной ипотечной программе. В доме 40 квартир. По плану объекты сдадут в эксплуатацию в начале 2021 года. Строит объект консорциум строительной компании ОСО «Памирстрой» и ОСО МК «Партнер». Тендерная стоимость строительства объекта составляет 166 миллионов 850 тысяч сомов. Квартиры в доме смогут получить государственные и муниципальные служащие, состоящие на городском учете, не имеющие собственного жилья и остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОСО «Газпром Кыргызстан». По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа 3-5 сентября в районах, ограниченных улицами Юнусалиева, Джантошева, Белорусской, Кирпичной, Древесной, переулками Жданова, Двинский. 3-4 сентября в районе, ограниченными улицами Очаковской, Кайназаровой, Власова, в микрорайоне Достук, район ограничений улицами Бурдинская, Сад, Мисароша, Профсоюзный переулком Тимировским. 3-4 сентября газа не будет в селе Маевка, улица Виноградная, Набережная Новая. Фермеров в Кыргызстане планируется освободить от уплаты налога на добавленную стоимость НДС при импорте некоторых товаров, используемых в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Поправки в налоговый кодекс Кыргызской республики предлагает внести Министерство сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности. Проект закона опубликован на сайте правительства и внесен на общественное обсуждение. Власти хотят мотивировать фермерские хозяйства на объединение в сельскохозяйственные кооперативы, что позволило бы решить проблему мелкотоварного производства. Правительство Кыргызской республики всегда готово к сотрудничеству с бизнесом, если его деятельность направлена на развитие региона. Об этом сообщил вице-премьер-министр Кыргызской республики Замирбек Аскаров в ходе рабочей поездки в Таласскую область. Он принял участие в церемонии открытия промышленного комплекса по очистке и консервированию фасоли в Бакаятинском районе Таласской области. На территории комплекса построен цех по очистке фасоли, где работает около 30 местных жителей. Очищенную продукцию планируют экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья. До конца года планируется построить и заготовить
приготовительный цех для хранения свежих фруктов и овощей, а в следующем году цех консервации и упаковки. Для реализации намеченных целей предприниматели попросили помощи у государства. Впервые за годы независимости правительством Кыргызской республики выделено 2 миллиарда сомов на развитие регионов. Данные средства будут направлены в том числе на поддержку предпринимательской деятельности, направленной на развитие кластерного потенциала региона. Умерла мусульманский общественный деятель, переводчица Корана на русский язык Валерий Иман Порохова, сообщается на сайте Совета муфтиев России. Муфтий Российской Федерации шейх Равиль Гайнуддин выразил соболезнования семье Пороховой. Она скончалась на 79-м году жизни. В Совете муфтиев отметили, что Порохова была не просто переводчиком-синхронистом, а единственным в мире переводчицей Корана на русский язык. «Я разделяю боль утраты с супругом Мухаммадом Аль-Рождом, семьей и близкими, молю Всевышнего о неспослании родным и близким Валерии Иман Михайловны мудрого долготерпения», отметил Гайнуддин. Джаназа намаз по Валерии Пороховой состоится в среду 4 сентября в Москве. На Земле зафиксировали вторую по силе за 2019 год магнитную бурю. Об этом сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнцефизического института Академии наук, передает РИА Новости. Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете, цитирует агентство сообщения института. По словам специалистов, магнитная буря, которая началась еще 31 августа, продлится до утра вторника. Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течения плазмы снизится, сказать сейчас очень трудно, заявляют ученые. В Нарыне чиновники торжественно открыли школы из контейнеров. Дети села Кениш Нарынской области будут учиться в контейнерах. В полпредстве Нарынской области сообщили, что здание старой сельской школы находится в аварийном состоянии, поэтому детей расположили в контейнерах. Всего в них будут учиться 160 учеников до холодов. Зимой детям подыщут другое здание. Пользователи социальных сетей возмутил факт торжественного открытия сельской школы в Нарыне, в котором участвовали местные чиновники. Целых 5 чиновников открывают школу из контейнеров. Не удивляюсь, если они еще барана зарежут в честь этого, написал журналист Азатыка Токтусун Шамбетов. Президент Кыргызской республики подписал указ об объявлении 2019 года годом развития регионов и цифровизации страны. Кричали с высоких трибун: это не киоски, это не общественные туалеты на рынке, это школа. Школа, в которой будут учиться дети из села Кенеш Нарынского района. Про развитие еще скажите мне. Другие же пользователи отметили, что вместо открытия школы «Газпрома» президенту Сооронбаю Жээнбекову надо было съездить на открытие школы в селе Кенеш. Прогноз погоды на 3 сентября. В Чуйской области ночью плюс 11, плюс 16, днем 20-25 градусов тепла. В Таласской области ночью плюс 6, плюс 11, днем 22-24, выше нуля. В Баткенской области днем плюс 14, плюс 16, ночью плюс 25, плюс 27. В Волжской области ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28 со знаком плюс. В Высокоольской области ночью плюс 12, плюс 14, днем 20-22 выше нуля. В Нарынской области ночью плюс 9, плюс 11, днем 21-26 градусов тепла. В Джалалабадской области ночью плюс 16, плюс 18, днем 26-28 выше нуля. В Бишкеке ночью плюс 11, плюс 16, днем 20-25 со знаком плюс.